9 мая Илишевский район встретил 75-летие победы в Великой Отечественной войне. Несмотря на то, что все мероприятия проходили в строгом соблюдении условий режима самоизоляции, радостных эмоций было не меньше, чем в то время, когда мы собирались вместе на площади. Илишевцы активно подключились ко всем интернет-акциям, в первую очередь к онлайн-шествию Бессмертного полка. Соцсети заполнили яркие праздничные ролики, где дети и взрослые исполняли песни военных лет, читали стихи. Ранним утром 9 мая на монументе славы села Верхнее Иркеево при участии главы администрации Эльдара Мустафина, представителей военного комиссариата и районного совета ветеранов состоялся митинг, посвященный Дню Победы. Илишевцы смогли понаблюдать за ходом церемонии в прямом эфире в социальных сетях. В результате наступательных операций 1944 года вся территория Советского Союза была освобождена от фашистских захватчиков. Государственные границы СССР на всем протяжении полностью восстановлена. Именно сегодня, 9 мая, ровно 75 лет тому назад, наша страна одержала великую победу во Второй мировой войне над Германией. Позвольте мне от имени администрации муниципального района поздравить всех илишевцев и гостей нашего района с этим знаменательным днем. Действительно, Великая Победа досталась слишком дорогой ценой. Более 10 220 илишевцев были призваны в ряды советской армии. Лишь 3379 из них смогли вернуться в родные края. Предлагаю память павших в Великой Отечественной войне почтить минутой молчания. Более 6000 наших земляков награждены орденами и медалями. Гордостью района являются герои Советского Союза. Это Муса Гайсинович Гореев, летчик-штурмовик, дважды герой Советского Союза. Анвар Абдулинович Абдулин, герой-артиллерист, наш земляк, которые родились и выучились в нашем районе. Действительно, праздник объединяет все поколения. Трудно себе представить, что бы было с нами, страной, с районом, не будь этой великой победы. Мы не можем себе представить потерю родных братьев, сестер, мужей сегодня. Позвольте мне в этот день еще раз поздравить всех, пожелать здоровья, благополучия, мирного неба над головой. С великой победой! Илишевский район внес большую лепту в эту победу. Вы не посрамили честь солдата, достойно защитили наши рубежи. Низкий поклон всем ветеранам Великой Отечественной войны. Низкий поклон труженикам тыла. От имени Министерства обороны, от имени военного комиссариата города Дюртюли и районов, от себя лично поздравляю вас с великим праздником. Желаю здоровья, успехов и мирного неба над головой. Участники митинга также возложили цветы к памятникам труженикам тыла и детям войны, воинам-интернационалистам, к бюсту дважды Героя Советского Союза Мусы Гореева, также посетили Аллею Победы, где совсем недавно были установлены новые памятники отважным защитникам Родины, пограничникам, морякам, пехотинцам и танкистам. В этом году победу вместе с нами встретили 19 участников войны. В знак безграничного уважения и почитания перед домами ветеранов Тимирзады Мусалимова и Резы Хакимова были организованы мини-парады при участии членов боевого братства. Перед домом торжественное шествие расчет боевое братство, образованное 11 марта 2015 года. От души поздравляю и сена зуритим рахмат айтабыз.
Mına şu dünyada bizi yaşatkan için sen şunu bizge seyim alıp kayttın. Ata bilen birge sizge tabi da matur yaşatga valdağı iyi günlerinde kurege yazsın. Боевое братство, образованное 11 марта 2015 года. На сегодняшний день в составе боевого братства 112 человек. Возглавляет парадный расчет руководитель Елишевского районного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство». Нашей памяти войны. Более 500 Hava aran, yeni gününün kadını kendine arda. В селе Старококтово открылся памятник военной техники БРДМ-2. Бронированная разведывательно-дозорная машина появилась на центральной улице села, рядом с Домом культуры. Установка памятника стала возможной благодаря поддержке генерального директора предприятия «Башсельхозтехника» Фларисы Шахеттинова и руководителя общества «Племзавод Урожай» Айдара Мухарлямова. Мәрхүм булып беттеләр, аны күргән Дети войны, алар да сирәгәйеп беттеләр. Аңа карамастан барбер сугышы чыгып тора, күреп торасыз. Менә шулай ул боевой техника һәйкәл булып кына торсын, аны кулланырга язмасын. Шулай да барбер корах должен быть сухим. Безгә яшьләр, ветераннар барысы да бергә булып ул безнең төп Родинаны сакларлык әзер булып торга тиешләр барысы да. Урожай хуҗалыгы исемендә нәшер зур безнең Бөек Ватан сугышы җиңүе 75 еллыгы юбилей белән барыгызны тәбрик итәргә, барыгызга да Ходай Тәгалә исәнлек, саулык, тазалык, гаилә бәхете бирсен. Бүген Рамазан айы матур итеп менә авылда Аллага шөкер biz bugün туган илебезнең саклаучылар истәлегенә бүген военный техника дибез бит инде куйдык. Аллага шөкер, бүтән армиядә служит иткән, үзебезнең Бөек Ватан сугышында һәлак булып калган, Бөек Ватан сугышыннан исән кайтып, монда мәрхүм булган һәм үзебезнең әлеге вакытта да исән җегетләребезгә шушы без истәлекле военный техниканы память итеп куйдык, Аллага шөкер. Бүген көндә безнең тагын мероприятие моннан соң бара. Мәчеттә безнең 44 елны 300-гә якын авылдашыбыз кан җиреннән вафат булган, безнең Бөек Ватан сугышында мәрхүм булып калган, Бөек Ватан сугышыннан кайтып монда мәрхүм булган барлык үзебезнең авылдашларны искә алу. Yağıp yürüdü kapanı. Olur şırdarı şeker günü. Olur şırdarı şeker günü. Olur şırdarı şeker günü. Aşıp yağıp yürüdü kapanı.
75-й день Победы завершился большим праздничным салютом. На центральной площади раздалось 150 залпов, раскрасив небо в разные цвета. Алина Хадимуллина, Ренат Хадимуллин, телерадиокомпания «Илиш».